Здравствуйте, в эфире новости, с вами Василий Радченко и главное к этому часу. День военно-морского флота сегодня отмечают в России. В этом году в средней школе села Бичинча Ленского района единственный выпускник. Спрос на туристические товары вырос в России. Ведущие аналитики рассказали, что чаще всего покупают отдыхающие. В России сегодня отмечают День военно-морского флота. Главный парад пройдет в Санкт-Петербурге и в Кронштадте. Его посетит верховный главнокомандующий, президент страны Владимир Путин. В торжественных мероприятиях примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии. Глава государства традиционно в этот день примет парад, который проходит в акватории Невы, а также обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Открывая парад, он выступит с поздравлением к российским морякам. Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду. Они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур. Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить 100% выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными, говорится в сообщении. Заседание правительства состоялось накануне. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на выплаты безработным дополнительно выделят около 20 миллиардов рублей. Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, интерес населения высокий. По принятому порядку сначала вакцину получат медработники и те, кто сталкиваются с большим количеством людей. Препарат показал себя эффективно, но нужно двигаться вперед осторожно, сказал Мурашко. Министр также порекомендовал населению вакцинироваться от гриппа перед осенне-зимним периодом. Напомним, что ранее стало известно о сроках начала вакцинации. Ее планируют в следующем месяце после одобрения со стороны регуляторов. Сразу после этого планируется начать массовое производство. Будет произведено 30 миллионов доз вакцины при прогнозируемой потребности в 40-50 миллионов. Минздрав рекомендует к осени сделать прививки и от пневмококка. Вакцина от этой инфекции действует до 5 лет. В ведомстве рекомендовали сделать ее вне рамок национального календаря прививок, и можно вакцинироваться уже сегодня, готовясь к сезону. По оперативным данным авиалесохраны, на территории Якутии действует 71 природный пожар. Площадь, пройденная огнем, менее 260 тысяч, а активного горения 388 гектаров. За сутки возникло 3 пожара и 12 ликвидировано. Также за сутки привлечено свыше 800 человек и почти 100 единиц техники. Как сообщали ранее, в селе Алекокёль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. Также сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Усть-Майского, Татинского, Усть-Алданского и Тампонского районов. Также воздушное судно МЧС России с водосливным устройством задействовано на природном пожаре близ села Ханум Омского района. Вертолет Ми-8МТ за сутки произвел 45 сливов по 3 тонны, что в сумме составило 135 тонн воды. Напомним, что вертолет Ми-8МТ МЧС России на борту доставил 500 единиц индивидуального рациона питания Республиканского резерва материальных ресурсов. Сегодня он продолжит работу в районе. В эти дни в социальных сетях распространилось фото и видео пожара на территории Татинского района. Очаг возгорания находится на другом берегу реки Амга, около населенного пункта села Чимнай. Площадь, пройденная огнем, составляет примерно 30 тысяч гектаров. Возгорание началось месяц назад и утихает во время осадков. С прояснением же погоды вновь возобновляется. Людей волнует, почему никаких мер не предпринимается и почему пожар не тушат. На этот вопрос нам ответил начальник Татинской авиалесохраны Аркадий Жуков. Как бы зона контроля, которую Рослесхоз еще установил в 2016 году, зона контроля. То есть там патруль идет, да, смотрит, наблюдает пожары. Но если нет опасности объектам, да, по населенным пунктам, объектам экономики,
Вот эти зоны выделены, это как бы зона контроля, она у нас идет. И там получается как неохраняемая типа, да, зона. Вот, поэтому там и не тушат пожары. А вот, допустим, где ЛЭП, вот ближе к Тампонскому району, там же наши силы все тушат пожары, поселки спасают. Все. А здесь как бы через Амгу эта зона у нас контроля не тушит. Дым, конечно, если в сторону Чичимаха, если ветер, да, дует, поэтому их это начинает беспокоить, это, конечно. Я понимаю, вроде расстояние небольшое, река стоит. Вот. Нам тоже иногда думается, почему мы там не тушим пожары, хотя бы можно было. Ну, там еще, когда пожар начинался, там же труднодоступная местность, да? А труднодоступной местности мы, собственно, не тушим пожары. Вот это, как так называемая зона контроля, мы тушим только, которые угрожают поселкам, объектам экономики, да? Вот. Ремонт мостового перехода через больничный ручей начался в поселке Хандыга. Этот мост соединяет микрорайон А, в народе называемом Шанхаем, с остальным райцентром. О том, как организованы работы, Мария Винокурова. Строители приступили к ремонту с 20 июля. Им предстоит реконструировать мостовой переход площадью свыше 320 квадратных метров с устройством бетонного слоя толщиной 15 сантиметров. Стоимость работы более 400 тысяч рублей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проводим работы по поддержанию проезжей части мостового перекрытия через ручей Больничный. Работы проводятся в связи с перекрытием основного движения большегрузного транспорта по основным нашим улицам. На месте трудится бригада из Солнечной Армении в количестве 6 человек. Объем работ внушительный. Строители уже выполнили большую часть и намерены за 4 дня управиться с остальной частью. Делаем новый мост, бетонируем все ямы, поправляем все как положено. И делаем на совесть, все нормально. Мост через Больничный ручей – это историческое место, откуда берет свое начало поселок Хандыга. Именно в устье Больничного ключа геологи поставили первую палатку на новом необжитом месте на берегу реки Алдан. В последний раз мост ремонтировали в далеком 2001 году, и через 19 лет он снова приобретает свежий и обновленный вид. Мария Винокурова, Александр Тиянич, Хандыга, Тампонский район. Предприниматели Мирнинского района оказали помощь сотням жителям Айхала и Удачного. Весной, в период режима самоизоляции, они передавали продуктовые наборы, медикаменты и другие товары. Сюжет Оксаны Мезенцевой. Один за другим в пакет отправляются масло, молоко, конфеты и рожки. В наборе продукты первой необходимости. 11 таких пакетов айхальский предприниматель передал нуждающимся в Удачный. Денис Литвинов охотно отозвался поучаствовать во всероссийской акции «Мы вместе». Сбор продуктовых наборов организовала местная администрация. В период режима самоизоляции в такой помощи особо нуждались многодетные семьи и пожилые люди. Изнутри идет как-то для себя уже как-то приятное такое состояние, ощущение, что помогать кому-то, нуждающему человеку. Подобные наборы собирали в другом магазине. 38 пакетов с необходимыми продуктами передал волонтерам и Азизела Махмудов. Наборы получили малообеспеченные семьи и пожилые люди из Айхала. Помогал предприниматель и врачам в местном обсерваторе. Медикам передавали свежие фрукты и овощи. Я считаю, что каждый человек, у которого есть возможность, он должен по меру своей возможности оказывать благотворительность тем людям, которые в этом нуждаются. Ну и тогда, я так думаю, что наше общество станет намного лучше и добрее. За бескорыстную помощь айхальских предпринимателей отметил глава Якутии Айсен Николаев. Благодарственные письма вручат 29 августа на празднование Дня города. В период пандемии они не остались равнодушными к проблемам, которые возникли у жителей нашего поселка. И более 10 предпринимателей активно оказывали помощь людям, нуждающимся людям. Предприниматели помогали и лекарствами, передавали нуждающимся самые разные, нужные именно им товары. Помочь удалось сотням человек. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». В этом году в средней школе села Бичинча Ленского района Якутии единственный выпускник. В общеобразовательном учреждении с вековой историей такого еще не видели. Учителя и младшеклассники хотели по-особенному проводить Георгия Евграфова, но помешала эпидемия. Последний звонок прошел скромно. Поблагодарили друг друга, а также сфотографировались на память и
все. Георгий с рождения живет в Бичинче в рабочей семье. Людей в населенном пункте 600 человек. В классе Георгия раньше числилось 6 учеников. В Бичинче это обычное дело. Но после 9-го одноклассники забрали документы. Кто-то перевелся в райцентр, кто-то в другие города и поступили в техникумы. Единственный ученик говорит, что педагоги, по сути, занимались с ним репетиторством, но нагрузка была обычная. Рассказывает, скучновато, не с кем даже парой слов перекинуться, зато никто не отвлекал от главного, от учебы. Аналитики крупнейших банков России и интернет-сервисов страны пришли к мнению, что если еще 3 месяца назад всплеск покупательской активности был на строительные материалы и гаджеты, то сейчас россияне стали больше приобретать товаров и услуг для туризма и отдыха. О летних предпочтениях и статистических данных на различные туристические сегменты расскажет Айсена Бурнашова. Мы выбрали Краснодарский край, конечно же, из-за моря хотелось покупаться и свозить ребенка зарядиться витаминами и солнцем. Краснодарский край возглавил статистику. Так, по данным ВТБ, именно там россияне уже потратили на отели вдвое больше, чем в 2019 году. Край лидирует и по прокату автомобилей, обгоняя даже Москву. Всего же в наиболее популярных туристических регионах, включая Карелию, Татарстан, Бурятию, только за первую половину лета россияне вкусно поели на целый 1 200 000 000 рублей. Комфортно поспали на 260 миллионов. Эти цифры уже идут вровень с показателями июля прошлого года. Было трудно найти, где поесть, можно так сказать. Но народу было просто безумно много, и наплыв такой. Цены были поначалу более-менее приемлемые, и они просто начали расти на глазах. Это было заметно. Ценники просто вот меняют, вот так вот просто маркерами перерисовывают цифры. Но не все россияне готовы ехать навстречу морю. Например, часть столичных жителей собирается провести лето на даче в Подмосковье. Об этом говорят и данные Авито. Спрос по России на садовую технику за последние 1,5 месяца подскочил на 127% по сравнению с прошлым годом. На даче. А дача где находится? Домодедово. Конечно, на самом деле даже у нас в Подмосковье можно много где отдохнуть. Я уже успела загореть. У нас очень классные места, есть зоны отдыха, поэтому всем советую отдыхать у нас в Подмосковье. Взрывной спрос на товары для активного отдыха. Велосипеды, палатки, удочки. Все эти предпочтения специалисты связывают с отложенным спросом и сезонностью. В целом же снятие ограничительных мер положительно повлияло на экономическое состояние многих отраслей. И если в июне объем трат россиян оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.